Дорожный надзор – это некоммерческая правозащитная организация. Официально сформирована она, по-моему, 11.10.2013. Мы просто с друзьями уже устали терпеть состояние дорог, дворов. Чем сейчас мы занимаемся? То есть не просто бездумно ездим по дворам и фиксируем нарушения. Как бы такое у нас сейчас направление. Первоначально первый наш выезд был связан с тем, чтобы охватить как можно больший спектр нарушений. То есть это ямы, несоответствующие ГОСТу, лежачие полицейские, крышки люков, которые отклонены от дорожного покрытия больше, чем необходимо. Вот. Освещение пешеходных переходов, освещение дорог, лежачие полицейские. Вот. Единственное, что пока еще колейность не затронули. Про этот дом писали даже в газете. Была заметка, что вот у 14-го дома с времен постройки во дворе никто не делал ремонт. И в самом деле так никто не делал. Вот я, скажем, если проезжаю, вот так проезжаю, я в двух местах цепляюсь мостом. Вот там при выезде, там огромная яма такая, и этот бетон сдутый, и там не я только один, там все цепляются. А машина у вас какая? У меня Волга. Волга цепляется. Да. Ну плохо заезд. А особенно вон там же заезд. Дорога в очень ужасном состоянии. И когда вызываешь такси, бывает, что машины под рукой нет. Таксисты даже бывают отказываются приезжать сюда по этому адресу. Особенно весной вот, или осенью. Никуда не обращались контролирующие органы? Много лет эта дорога в таком состоянии находится? Много лет обращались в Единую Россию, сказали, по плану в этом году на ремонтные работы в нашем дворе не предусмотрено. Мне кажется, это единственный двор, который остался в таком состоянии в нашем городе. Сейчас по второму и последующим выездам мы будем обрабатывать заявления граждан, чтобы не просто какие-то дворы обследовать, а обследовать именно дворы, на которые жалуются граждане. Если граждане увидят, что их обращения не впустую направлены, а по их материалам работают, и тем более, когда они увидят, что по их заявлениям что-то сделано, то есть что двор исправлен, я думаю, в наши ряды значительно пополнится. Огромная просьба к людям уделить буквально час-полтора своего времени в субботу для того, чтобы помочь нам собрать информацию. У нас есть возможность подготовить документы, карты для обследований, объяснить человеку, что от него требуется. То есть от него требуется совсем немного. Зимой у меня бампер раскололся. Вот я там, видите, там яма. Зимой она еще больше становится. Я там провалился и сломал бампер себе. Да, через страховую мне ремонтировали. А жители не пытались обращаться куда-то, собираться, может быть, как-то самостоятельно? Много лет ведь существует яма. Ну, обращались, но ведь нам как говорят, что если вы заплатите деньги, то горисполком или как-то мэрия заплатит тоже, и тогда отремонтируем. А так нет. Вот нам же там дорогу вот сделали, вот, которая идет от Малышева до Петрозаводской. А здесь нет ничего. Тут, говорит, за ваш счет. Дороги и ямы – это одна из трех основных целей. Вот. Вторая цель – это контроль за гарантийными дорогами, потому что в соответствии с заявлением главы Республики Коми контрольные дороги должны будут ремонтироваться за счет строителя в течение гарантийного срока. Вот. У нас сейчас юристы подготавливают заявления, готовят заявление, вот, запрос о дорогах, которые являются гарантийными, и сроки их гарантии, чтобы мы могли выехать, осуществить контроль, потому что в большинстве своем таких, конечно, страшных ям нету, но есть другие, более страшные несоответствия, как колейность. Допустим, если брать трассу Сыктывкар-Режево, вот, там очень страшная колейность, и порядка 50% ДТП происходит из-за того, что машину просто выкидывает из колеи.